прямом эфире новости Татарстана в субботу. Добрый вечер. В студии Даяна Саитова. И вначале коротко о главных темах выпуска. Знаковое событие в знаковом месте. Эта земля оказалась священной для нас. Как в Болгаре отметили День принятия ислама, увидел Дмитрий Аренин. День обретения. Откуда съехались православные на крестный ход в Казани? Елена Знатулина. Жизнь после чемпионата. Наш город принял 6 игр. Каким опытом Татарстан делится с регионами, принявшими игры Мундиаля, о будущем на спортивных объектах? Рамиль Шайдуллин. Безумие цветов. В Альметьевске прошел Всероссийский фестиваль красок. Почему этот праздник становится все популярнее? Узнала Филюза Хамидуллина. Масштабно и насыщенно. В Болгаре отметили одно из важнейших событий для мусульман. Здесь в 922 году волжские болгары официально приняли ислам. Сегодня на торжественное мероприятие СГ Болгар ЖН, то есть собрание в Святом Болгаре, съехались несколько десятков тысяч человек. Обо всех культовых событиях прошлого, настоящего и будущего Дмитрий Аренин. Чувствуем чувство родного, чувство тепла. С такими чувствами и целыми семьями в Болгаре встретились братья. Один из Казани, другой из Тольятти. Долго собирались приехать, но все-таки мы нашли время, приехали. И действительно, нам приятно побывать на такой священной земле всей нашей большой семьей. В памятную дату в знаковом месте собрались несколько десятков тысяч паломников. Сюда приехали большими делегациями из разных районов Татарстана и регионов страны. Приехали мы для того, чтобы помолиться в этих святых местах. Сюда приезжаю не первый раз, но, честно говоря, глядя, какие изменения здесь постепенно происходят, душа радуется. Мне очень нравится красивое место на Волге. И вообще такое мероприятие масштабное. Гостей поприветствовали, торжество открыли руководители республики и духовные лидеры. Мы собрались на этой священной земле отдать дань памяти нашим предкам. В 922 году здесь нашими предками было принято историческое решение. И эта земля оказалась священной для нас. Весь земной шар – это Божий храм. Только на кладбище и в бане невозможно молиться. Поэтому мы должны беречь, чтить и эти места, святые места, с которыми связаны наша вера, наша история. Так совпало, что в этом году СГ Болгар ЖН проходит в день обретения Казанской иконы Божьей Матери. В праздничный Болгар прислали поздравления от православных Татарстана. Болгарский ЖН на одной сцене встретился с фестивалем «Музыка веры, музыка ислама». Его участники спели для гостей праздника. О будущем ислама говорили на встрече руководства республики с мусульманским духовенством из регионов России и зарубежья. Рустам Миниханов отметил, нужно всячески содействовать развитию ислама. Религия помогает сохранять национальные традиции, язык и воспитывать семейные ценности. Религия, она для чего? Для того, чтобы люди, жили по правилам. Коран – это вот как конституция, которая написана уже нашими давно. Там все написано, как себя вести. То у нас мечеть ходит, это наиболее правильные, благородные люди. Большие надежды в развитии ислама возлагают на Болгарскую исламскую академию. Она уже приняла первых студентов. Как отметили, образование здесь должно быть таким же прекрасным, как само здание академии. Сделать надо классическую, такую программу, чтобы она способствовала и сохранению языка, потом, и языка Корана. Одним словом, такой всеобъемлющий, очень содержательная программа должна быть. И основное желание – это воспитать таких же богословов, которые были у нас до революции, подобно Марджани, Баруди, Таджидин Ялчыголу, Муса Джаруллах Бегиеву и так далее. И все возможности у нас для этого есть. Хранить традиции и историю в Болгаре будут и музеи. Сегодня открыли 3 новых – чаепитие, личной жизни Болгара и детского писателя Абдуллы Алиша. Мне здесь очень понравилось. Тут можно увидеть разные исторические предметы. По традиции, в 12 часов дня все участники из СГ Болгар ЖН встретились на Соборной площади Болгара. Здесь прошел полуденный намаз.
После намаза многие гости праздника остались просто погулять по святой земле. Дмитрий Ирин, Александр Лобанов, Руслан Хуснудинов, Марат Саидгараев, ТНВ, Болгар. С чудотворным образом к месту его обретения. Крестным ходом из Казанского Кремля прошли сегодня православные. Больше 4 веков назад в этот день икона Казанской Божьей Матери была обретена там, где сейчас восстанавливается собор в ее честь. Откуда съехались в Казань православные и о чем сегодня просят Богоматерь? Елена Зинатуллина. Именно этот образ Богородицы сегодня повел за собой православных. Праздник начался с литургии в Благовещенском соборе. История иконы Казанской Божьей Матери таинственна. Оригинал утрачен. В Казани сейчас список. Подарок Папы Римского. Хоругви, знамена и священная икона во главе. У многих в руках собственное изображение Богородицы со своей историей. У Надежды Косогоровой целых 3 образа. На крестном ходу она впервые. Родом из Казани, 16 лет живет в США. Это я из дома, из Америки привезла. И это для церкви. Я хожу в православных храмах в Америке. Это будет в моей церкви. А это я купила сестре. В священном шествии больше 5000 верующих. Олег Орлов и Александр Корнеев из Владимирской области пронесли крестным ходом еще одну икону – редкое изображение царской семьи со слугами. В начале этой недели исполнился ровно век с момента их расстрела. К памятной дате православные посетили Москву, Псков и Екатеринбург. Проезжали через город Казань. Не могли через а Казань в Казани проехать. Оказалось явление Божьей Матери Казанской. Как не посетить нашу дорогую матушку, Царицу Небесную? Многие присоединялись к шествию по ходу. Конечная точка – мужской Богородицкий монастырь, возле которого сейчас восстанавливают храм Казанской иконы. Считается, что именно здесь, после страшного пожара, уничтожившего часть Казани, сама Богородица явилась во сне 10-летней Матроне и велела откопать на пепелище свой образ. Поздравляя православных, владыка Феофан напомнил, насколько сегодня важна истинная неискаженная вера и как ценно беречь друг друга. Мы, православные, молимся сейчас здесь, а мусульмане празднуют свой праздник, и дай Бог, чтобы у них все было хорошо. А это наш общий дом, где мы должны жить в мире и в согласии. После праздничного молебна возможность прикоснуться к святыне и попросить о самом сокровенном. Такое чувство, как будто бы крылья за спиной. Вот прям не могу даже говорить. Вот такая радость, большая радость. Это Макарий, мои внуки. Им прививаю самое главное. Божья Матерь всегда с нами. Готовые купола с золочеными крестами, белые стены. С прошлого крестного хода 4 ноября место, где больше 4 веков назад обрели Казанскую икону, сильно изменилось. Когда собор Казанской иконы Божьей Матери откроет свои двери, митрополит сегодня раскрывать не стал, но заметил, работы идут быстрее, чем можно было. Спаси, Христе Боже, спаси, Христе Боже, нам Лена Зинатуллина, Игорь Романов, ТНВ Казань. Газоны на благоустройство, пиво на стадионы. Рустам Минниханов озвучил свое видение жизни спортивных объектов после чемпионата. Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета Оргкомитета России-2018. Обсудили итоги Мундиаля и судьбу стадионов. Какой ее видит в республике, Рамиль Шайдуллин. Калининград я давно не приезжал. Это совершенно другой город. Именно Калининград собрал всех, кто отвечает за развитие спорта в стране, и тех, кто был занят подготовкой к чемпионату мира. Игры приняли 11 городов России. Сегодня в каждом есть стадион. Где-то по-новому, а где-то, как в Казани, по уже давно работающему в полную мощность. Казань-Арена приняла 6 игр Мундиаля, в том числе и топовые матчи игроков и фанатов сильнейших команд мира. Татарстан посетили около 300 тысяч туристов, из них 60% иностранцы. По оценке, суммарный экономический эффект превышает 11 миллиардов рублей. Как сделать так, чтобы наследие чемпионата эффективно работало и зарабатывало? Рустам Минниханов делится опытом Татарстана. Сегодня Казань-Арена зарабатывает 110 миллионов рублей в год. За 4 года в него вложили 500 миллиарда частных инвестиций. Не за горами матчи премьер-лиги, и на стадионе ждут новых футбольных праздников. Причем болельщиков предлагается не ограничивать, например, в пиве. Во-первых, все-таки мужчина любит пиво, а во-вторых,
Все-таки это продукт. Не все в Татарстане, может быть, больше. Но мне, конечно, стыдно говорить мусульманину, что вот пиво. Но я забочусь о наших братьях православных. Ну уж если мусульмане просят к пиву либеральнее подойти, посмотрим. Это не сильно алкогольный напиток, в принципе, он в большинстве своем просто удаляет жажду, ну и добавляет чуть-чуть настроения хорошего. Ну, в пределах разумного, мне кажется, можно. Я думаю, на спортивных объектах не должно продаваться данный продукт. Вот. Но здесь мнение большинства, наверное, пересилит. В принципе, ничего страшного я в этом не вижу. Так что пускай разрешают. Пускай продают, что, если людям нравится. В Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове-на-Дону и Калининграде ждут очередной феерии уже от грядущих матчей Лиги наций и Евро-2018. Игры Мундиаля показали, страна готова принимать матчи самого высокого уровня. Рустам Нурлович, хочу вас и всех коллег, которые здесь сегодня собрались, руководителей регионов Российской Федерации, где проводились чемпионаты мира, поблагодарить. Я знаю, как напряженно, с какой ответственностью и как показал результат, эффективно вы все работали. Сегодня в городах-организаторах думают, что со стадионами будет дальше. Предложение Владимира Путина в перспективе за каждым закрепить футбольный клуб. В ближайшее время в них разместятся музеи футбола. На Казани-арене им станет музей спорта Татарстана. Рамиль Шайдуллин, ТНВ, Калининград. Изменения в пенсионном законодательстве не нравятся, и в этом солидарен с большинством граждан. Владимир Путин, будучи в Калининграде, впервые прокомментировал пенсионную реформу. Напомним, накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Президент России сказал, окончательное решение по этому вопросу пока еще не принято. Вопрос, он ведь не вчера возник. Он обсуждается так или иначе, с меньшей или большей интенсивностью на протяжении многих лет. И разные варианты предлагались. И когда меня спрашивали, и сейчас тоже спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится, я и тогда, и сейчас могу сказать, никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится. Финальная проверка. Готовность уборочной техники к жатве проверили в Буинском районе. Передовые хозяйства первыми продемонстрировали свои машины. На парад вышли 17 комбайнов. О том, кто готовил технику зимой и стал примером, далее в репортаже. Покрашенные, начищенные, а некоторые даже переобутые. В одну шеренгу выстроились все 17 комбайнов агрофирмы «Авангард». По словам комиссии, готовность этих машин может стать примером для других хозяйств. Начали готовиться уже в прошлом году. Как уборка закончилась, мы комбайны стали загонять на всех ремонтах комбайнов. У нас построены второй год уже. Там ремонтируем мы комбайны. Одно из передовых хозяйств, общество «Киятское», тоже оценивает свою готовность на 100%. В этом году им предстоит убрать урожай зерновых культур с 3000 гектаров полей. Комплектованность аптечки медучительной тоже 100%. Поэтому проблем особых не испытывали. Готовили комбайн у нас, в принципе, комбайн-то не старше 4 лет, комбайн хороший. Ну, нагрузка на комбайн, конечно, большая у нас. У нас 3000 гектаров зимой яровой клин, горох. 5 комбайнов у нас. Проблем с запчастями у нас в этом году не было. Средства у нас есть. На параде, кроме хозяйств лидеров, выделили и аутсайдеров. Сегодня трудновато, конечно, в фирмах «Акбарсы». Вот сегодня только поступили запасные части, скажем так, импортным комбайном. Но надеюсь, что в течение недели мы все это устраним. Только с исправной и надежной техникой можно завоевать передовые позиции в битве за урожай, но и меры стимулирования комбайнеров – важная составляющая удачной уборочной. Поэтому достойному труду будет достойное поощрение, пообещали местные власти. Радик Фархулин, Светлана Звонарева, Наталья Смирнова, Сирин Хасанов, ТНВ, Буинский район. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Свияжские холмы снова принимают чемпионат по гольфу. Сказали, что здесь очень классные поля. Это самые сложные поля, на которых они играли. Кто на этот раз решил покорить татарстанские поля, знает Альбина Минибаева. Безумие цветов. В Альметьевске прошел Всероссийский фестиваль красок. Почему этот праздник становится все популярнее, узнала Филюза Хамидуллина.
Российский бизнес заметил снижение уровня коррупции в стране. Такой результат исследования Торгово-промышленной палаты России. Каждые полгода, начиная с 2016-го, ТПП опрашивала представителей крупного, среднего, малого и микробизнеса. О том, что у коррупции стало меньше, заявило почти 40% предпринимателей, хотя еще в начале года так считало 25%. Чаще всего, по данным опроса, бизнесмены сталкиваются со взятками при получении разрешений и справок. Коррупция снизилась в госзакупках, но выросла в сфере сделок с недвижимостью. Всего в опросе приняло участие больше 40 тысяч человек. Будущие таможенники, экономисты, специалисты сервиса и туризма. Сегодня дипломы о высшем образовании получили 650 студентов Казанского кооперативного института. Причем 100 из них закончили вуз с отличием. На сцене заслуженная артистка республики Регина Валеева. В зале счастливые выпускники, педагоги и партнеры Казанского кооперативного института. Красивый зал, платье, костюмы, атмосфера светского раута. Для студентов и их родителей сегодня самый важный день. Так, из рук ректора института дипломы получили в этом году 650 студентов. Причем 100 из них закончили альма-матер на отлично. Поздравить выпускников пришли и их будущие работодатели. Такое партнерство позволяет студентам с одной стороны сразу рассчитывать на успешное трудоустройство, с другой обеспечивает бизнес и госструктуры качественными кадрами. Наши работодатели, они принимают участие в разработке учебного плана. То есть те запросы, которые они формируют, мы учитываем в период обучения. И уже по окончании вуза они получают готовых специалистов, которые подготовлены не только по профессиональным и федеральным образовательным стандартам, но и подготовлены с учетом их требований и их запросов. Вручение закончилось фотосессией вчерашних студентов с педагогами и работодателями. Выпускники еще долго не хотели расходиться. Договорились встречаться в родном институте как минимум каждый год. Каким бы ни был успех, всегда есть к чему стремиться. Лучший студент Петербурга – татарстанец. Это челнинец Азат Назмиев. Сейчас он учится на 5-м курсе медицинского университета и серьезно занимается наукой. Азат разработал тренажер для отработки нейрохирургических операций на головном мозге. В дальнейшем будущий эскулап планирует заниматься роботизированной хирургией. К будущей профессии Азат начал готовиться уже в школе. Учился на отлично, участвовал во всероссийских и международных олимпиадах по химии. С первых курсов университета начал заниматься научной работой. Чтобы тренировать руки, сделал собственный нейрохирургический тренажер. У меня есть команда, есть руководитель. Мы получили гранты, двигая эту тему. И развиваем, в будущем планируем внедрить данный тренажер в систему аккредитации нейрохирургов в нашей стране. Свое будущее молодой ученый связывает с хирургией. Хочет научиться делать операции с помощью робота. Говорит, на сегодня это самое малотравматичное и высокоточное хирургическое вмешательство. На сегодняшний день это робот да Винчи. Планирую после 6-го курса поступить в ординатуру по общей хирургии, закончить и дальше уже развивать себе эти навыки на работе с роботом да Винчи и попробовать внедрить это в Татарстан. Привезти его в город Набережные Челны. В родные Челны Азат приезжает 2 раза в год, обязательно посещает свою школу, встречается с любимыми учителями, а еще признателен родителям и братьям. По их примеру, он достиг больших успехов в спорте. Азат – мастер спорта по борьбе на поясах, победитель всероссийских и международных турниров. Самое высокое достижение в спорте, я считаю, это 2-е место в первенстве мира по борьбе на поясах. Но все же главное занятие жизни – медицина. На днях Азат поедет в Италию на стажировку по общей хирургии. Светлана Звонарева, Рима Ахметова, Ильдар Шайдулин, ТНВ, Набережные Челны. 3 ребенка – это норма. Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос. Сколько детей должно быть в идеальной семье? 43% считает 3, хотя 4 года назад об этом говорило лишь 28%. 42% за 2 детей и лишь 3% идеально, когда в семье 1 ребенок. Опрошенные считают, что решение не заводить детей люди принимают из-за нехватки денег. Своеобразное подспорье в решении вопроса – инициатива Минпродторга. Каждый новорожденный в роддоме будет получать специальную подарочную коробку с пеленками, подгузниками и присыпками. Точный перечень содержимого пока неизвестен, но 2 главных условия. Набор будет бесплатным и состоять только из товаров российского производства. Мы спросили у казанцев, какие отечественные товары они берут для малышей и что еще нужно для того, чтобы не бояться рожать детей. Конечно, трикотаж детский. Обязательно. Это распашонки, пеленки. Я бы любому была бы рада, потому что все покупали сами. Ну, а памперс очень много денег уходит, да, действительно. Питание, допустим, какой-то набор, там, полугодовой или месячный хотя бы. Вот это действие, оно будет являться все-таки приятным дополнением к повышению демографической политики, но это не должно быть основным действием. По-моему, государство все делает уже.
и платят эти материнский капитал. Пособие, если бы продлили, да, до 3 лет, было бы вообще замечательно. Либо садик брали с 1,5 лет, как там положено было раньше. Сейчас эта программа вышла для сельской молодежи. Как бы 50 тысяч те, кто рожает до 25 лет. Еще 100 тысяч те, кто до 29 третьего рожает. Ну, больше уже некуда. Взрыв цвета, буйство красок и неописуемый восторг. Сегодня Альметьевск окунулся во все цвета радуги. Здесь прошел Всероссийский фестиваль красок. Этот праздник стал новым форматом отдыха молодежи. Кто не испугался испачкаться цветом? Филюза Хамидуллина. В радужной пыли рискует оказаться любой прохожий. Тут работает принцип Ивана Купалы. Если ты рядом, ты должен быть причастен к событию. Мне кажется, именно вот это вот настроение, прям такое, охота веселиться. Ну, потому что можно выходить за границы. Делай все, что хочешь. 1, 2, 3! Детям это всегда нравится. То есть взрослые, дети, они приходят, обкидываются красками. Вот даже как сейчас вот происходило, им это нравится. Законный вандализм. Розовый, оранжевый, зеленый. По словам организаторов, они самые любимые цвета альметьевцев. В этом году для фестиваля подготовили несколько тонн краски. Главное тут – измазать друг друга краской и от этого получить яркие эмоции. Кажется, мир более грандиозным, красивым и ярким. Снять напряжение, окунуться в несерьезную атмосферу детства и стать на время одной большой семьей смогли все гости фестиваля. Чтобы веселиться, это сплоченный коллектив, как бы весело, праздник. Это очень даже здорово. Ну, молодежи, если нравится мне положительно, пускай интересно же. О таком фестивале знают во многих городах. В Альметьевске он проходит в 4-й раз. Собрал порядка 1000 человек. Праздник Холи или же фестиваль красок пришел к нам из Индии. Там так встречают весну. В России же этот праздник появился еще недавно. С 2005 года во многих российских городах организуют вот такие яркие летние масштабные мероприятия. Организаторы уверяют, что краска абсолютно безопасна. В составе всего лишь кукурузный крахмал и пищевой краситель. Она проходит несколько сертификаций в Санкт-Петербурге. Каждый год у нас новая проверка. Краска – это натуральный крахмал с добавлением пищевого красителя. Если краска попадет в глаза, либо в рот, чтобы это все было безопасно. Ее даже кушать можно. Несколько часов танцевальной музыки, тонны натуральной краски и новые знакомства. Все это большой фестиваль красок. Через неделю в него окунется Казань. Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Здесь нет массовости, он всегда считается дорогим и элитарным. Сегодня под Казанью стартовали сразу 2 соревнования – первенство и чемпионат республики по гольфу. В этом году за лидерство поборются 27 участников. Впервые татарстанские поля оценят казахстанские чемпионы. С теми, кто готов рвать траву ради победы, пообщалась Альбина Минибаева. У нас 2 раунда сегодня-завтра. Каждый будет приблизительно по 5 часов. За такое время, конечно, человек проголодается и можно умереть от жажды, поэтому... Если у меня, 2 банана обязательно. Гольф – это чуть ли не единственный вид спорта, где есть во время игры можно и нужно, ведь впереди 10-часовой турнир. 14-летний Илья – самый молодой гольфист на первенстве республики. 7 лет он осваивает поля Свияжска. Занятия стимулирует мой отец. Вот, он видел, что мне это нравится, мне это очень увлекательно. Вот, он сказал, почему бы не пробовать и заниматься. На эти холмы в этом году впервые забрались казахстанские спортсмены. Говорят, были наслышаны о татарстанских полях. Чемпионы намерены и здесь стать победителями. До этого мои друзья-спортсмены года 4 назад приезжали в Казань, сказали, что здесь очень классные поля. Это самые сложные поля, на которых они играли, а опыта у них довольно много. Я поверил. Вчера прошел тренировочный день, я в этом убедился. Татарстанские холмы оказались коварными для игроков. У кого-то мяч попадал в песчаные зоны, у других он вовсе терялся в кустах. Я ударил оттуда временный мяч, я не нашел, я буду продолжать временный мяч со штрафом. Удар. Расстроились? Ну, это гольф, не очень расстроился. Еще 18 лунок впереди. В этом году за титул лучшего гольфиста поборются 27 участников. Турнир обретает популярность, хотя спорт остается в списке элитарных. Данный вид спорта, он, так скажем, не всем доступен. Сейчас наша республика и вот в целом гольф-клуб Свияжские холмы делают все, чтобы привлечь, чтобы, так скажем, уже молодежь тоже привлекалась к этому. Молодежь серьезная, так стартует хорошо. Они прям бьют, видно, что казахстанские ребята там приехали не на это, не на шутку. 18 лунок за 10 часов – это только за один день чемпионата. Останется ли кубок в Казани или пересечет границу, будет понятно уже завтра. Игроков ждет завершающая 10-часовая игра.
Альбина Минибаева, Амир Залишев, ТНВ, Верхнеуслонский район. В 30-й раз сегодня в Москве Сабантуй. Праздник прошел в парке Коломенское, и главным его сюрпризом стал юбилейный 2018-килограммовый чак-чак. На Майдане звезды российского спорта, артисты Татарстана и Башкортостана, а также простые москвичи. Об атмосфере народных гуляний Дина Газалиева. С замиранием сердца сегодня московские татары ждали прогноз погоды. Накануне в столице прошел сильный ливень, но в итоге ради Сабантуя погода успокоилась и стало вполне комфортно. Что сразу оценили гости праздника, собравшиеся в парке Коломенское. Кстати, именно здесь проходит московский праздник плуга уже в 8-й раз. Этот московский Сабантуй юбилейный, он проходит в 30-й раз. Именно поэтому организаторы решили придать ему новый статус, назвав Московским международным фестивалем. Ну и, конечно же, главный его напиток – это ароматный татарский чай. Спасибо. На этом знакомство с бытом татарской деревни не заканчивается. Для желающих мастер-классы, например, о секретах помола в старину крупы. Но есть и другие интересы. Многие приходят невесток здесь искать, потому что в Москве, видимо, много женихов, но невест мало. Мы всегда, в общем-то, рады показать, рассказать. Бравые джигиты с шашками наперевес и верхом на лошадях. На московском Сабантуе никогда не было скачек. В этом же юбилейном году компенсацией стало выступление кавалерийского почетного эскорта президентского полка. Впервые на московском Сабантуе помимо традиционных национальных деревень татарской и башкирской были обозначены все 6 сторон света. Каждую из них символизировала сцена. За счет этого музыкальный фестиваль действительно был слышен по всей столице. Этот день мы славим труд земледельцев, заложивших основы будущего урожая и продовольственного благополучия. Искренне восхищаемся духом, богатством и неповторимостью народной культуры. Аплодисменты, заслуженные награды и благодарственные письма от мэра Москвы и кабинета министров Татарстана. Мы ближе к вечеру подведем итоги этого мероприятия. Но уже сегодня по количеству людей, сколько я вижу в Коломенске, я могу сказать, что это самый массовый праздник за всю историю проведения праздника Сабантуй в Москве. А международный статус мероприятию добавили гости. Послы 12 стран привезли с собой свои музыкальные подарки. Больше всего гостям юбилейного татаро-башкирского Сабантуя полюбилось выступление артистов из Вьетнама. Дина Газалиева, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва. Все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. Вечерний эфир ТНВ продолжит прогноз погоды. Хорошего вечера. Юбилейная арифметика от страховой компании «Чулпан». Все лето полис ипотечного страхования доступнее на 7%. Страховая компания «Чулпан». Рядом в трудную минуту. Ждешь скидок? Спеши в автоцентр марка Nissan на Чуйкова. Там Nissan Альмера от 545 тысяч рублей. Звони 4 пятерки 3 единицы. А крышу мы сделаем, как у нас, из отличного материала. Стальной шелк. Надежная металлочерепица для любого дома и климата. Гарантия Северстали 25 лет. Казанские стальные профили. 241-03-03. Время жарких предложений в Азинавто. Только в июле автомобили «Лада» с выгодой до 155 тысяч рублей. Успейте совершить выгодную покупку на особых условиях. Азинавто, Минская 1, телефон 512 12 12. Bulg'ar radiosi taqdim etadi. 30 avgust Piramida konsertlar zalida Bulg'ar radiosining bayram konserti. Qatnashchilar Oydar Kalimov, Go'zal Urazova, Danir Sabirov, Ilsiya Badriddinova, Venera Ganiyeva, Filiz Qahirov, Rishad Tuhfatullin ham Tatar estradasining populyar yulduzlari. Boshlana 18 soatda bayram konsertini rahim etingiz. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Вам нужен шкаф-купе, качественный, недорогой по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать в июле со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2167 166.
Ну что ж, а теперь о погоде. Пасмурный циклон сдает свои позиции, и в предстоящие сутки осадки в республике будут маловероятны. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана будет облачно, без осадков, плюс 22. На северо-востоке республики ожидается переменная облачность до 23 градусов тепла. На севере Татарстана ясно и плюс 23. На северо-западе малооблачно, осадки не ожидаются, плюс 22 градуса. А вот на юго-западе республики будет облачно и возможен дождь. Там температура воздуха составит плюс 23 градуса. В центре республики ожидается переменная облачность, плюс 23. В Казани открылся Центр лечения заболеваний позвоночника и суставов клиника доктор Осна Ямашева, 11. Не терпите боль, вернуться к полноценной жизни – это просто. Когда сустав болит невыносимо и отказывается работать как прежде, остается заменить его на протез. Медицинский центр «Доктор Ост» предлагает иные современные решения – ударно-волновую терапию и плазмолифтинг. Благодаря инновационным технологиям стало возможным помочь пациентам любого возраста с проблемами суставов любой сложности без операций и протезирования. В центре могут помочь уменьшить боль, укрепить суставы и повысить их эластичность. Не терпите боль. Запишитесь в «Доктор Ост». В Казани ожидается переменная облачность до 24 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 58%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.